Сразу после того, как Владислав Сурков ушел в отставку с поста вице-премьера и руководителя аппарата правительства, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил СМИ, что политик, обладающий таким большим опытом, принесет пользу стране в любом качестве, и пригласил его отдохнуть в Чечне. И уже в эти выходные Владислава Суркова вместе с супругой и женой известного режиссера Сергея Бондарчука Светланой Бондарчук встречали в столичном аэропорту Рамзан Кадыров и Руслан Байсаров. Гости побывали в Итумкалинском районе и осмотрели места будущей курортной зоны. Слово Амине Акбулатовой. Самолет с Владиславом Сурковым на борту приземлился в Грозном рано утром. В столичном аэропорту его встретил Рамзан Кадыров. Следом прибыла и супруга Суркова Наталья вместе с подругой, женой известного кинорежиссера Сергея Бондарчука Светлана. Из рук мужчины женщина получает букеты цветов. Впереди экскурсия в горах Чечни, и делегация отправляется в Итумкалинский район. Перед походом Рамзан Кадыров упражняется в своем новом хобби – радиоуправлении самолетами. Багаж собран, внедорожники заправлены. Все готово к пути. Кортеж начинает движение в направлении одной из горных речек. На своей малой родине Владислав Сурков не в первый раз, и с каждым визитом набирается новых впечатлений от красот республики. Дорога на машинах занимает почти полчаса. На пути встречаются бурлящие после обильных дождей горные реки. В такие моменты первым брод переезжает Рамзан Кадыров. Опасности горного серпантина позади. Остановку сделали на берегу Ведучинской речки. Здесь запланирована рыбалка. Путь к месту лова проделали уже пешком. Горная живописность завораживает гостей. Пешие прогулки, переходы через бурлящие потоки. Словом, экстрима хватает. И вот сама рыбалка. Дело непростое, требующее терпения и сноровки. Того и другого у главы Чеченской Республики хватает, потому как результат и пойманная рыба. Процессом ловли рыбы заняты и гости. Улов сегодня приличный. Его готовка Рамзан Кадыров занимается сам. Перед обедом глава республики совершает намаз. Отведав царской рыбы, гости двинулись обратно. На пути домой еще одна остановка. Пейзажи горных лугов не оставили гостей равнодушными. Поделиться с друзьями впечатлениями от таких красот помогут памятные фотографии. Амина Акбулатова, Салах Абдурахманов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». И сегодня на расширенном совещании глава в очередной раз интересовался работой Министерства по связям правительства с обществом. Руководитель ведомства доложил о результатах. Ими Рамзан Кадыров остался недоволен. О серьезном разговоре в правительстве репортаж Анзора Алхазова. Совещание началось с доклада министра по связям правительства с обществом. Из него следует, что большинство рассмотренных обращений связаны с решением жилищно-коммунальных проблем и вопроса улучшения жилищных условий. Немало просьб и по линии здравоохранения. Граждане просят помочь им в выезде на иногороднее лечение. Очень много по ДЦП вопросов. Также ДЦП, по... да. Неизлечимый, да. Болезнь ДЦП, да, китайский, самый, да. Самый дунянчы тағаны борш бол нах бұл үшке да сон хич о специалист бәтске да. Ой хаба нах да еще ДЦП нах еще дух беш ихса они сами осознают хэ сана мета салиши не очень хэ сакеда. Ахин вы здравоохранение вы медицин дикият да вы 1000 рублей да вы 500 рублей да. Примерно Германия рабочий. Обследуешь больница 8000 евро дадится. Ее лечение она знает. Просто обследовано, конечно. Юдон, любой назначенный лечение 50 тысяч евро, 100 тысяч евро, 200 тысяч евро, 300 тысяч евро. Бесплатно вот это вот тогда сказать. Израиль вот просто обследовано 5-6 тысяч, 10 тысяч евро. Просто рабочий билет, я смог сюда рабочий. Чего он записать цели да, просто да, ходит да сказать. Если вы потом он диагноз вот, ты остро ты доктор да лечение назначит, они назначит ее, потом лечение да, кто не надо что ачу. Да, доктор да что. А там царь мы не отвечаем, но лечение идет что да, хадата бер оли, они прекрасно знают, что он целый да он доти. Они его мучают, когда он работает, 150 евро получает, и все обратно отправляют.
دائما هذا سوى министр здравоохранения شيء بير ДЦП что мама дон дуква вэлэ да мочол вэлэ да сон сахаша вот что он из эйсном муссубито чеквакте да сон муссу дünyan чак Китай ол Израиль ол Германия ол муссумет ол и бейрен ол خيريوش خيلчи самый лучший вариант Китай чабаль чрю алло хабален цан дукку ахчалош дукку бейрсен кулгдана что мот бис белеш что кюшку лил делеш что вы заинтересованы, вот это уволили. Ну, их заинтересованы, бац. Они получают деньги, каждый раз хабо, и хабо, со 100 тысяч долларов, со 10 тысяч долларов, со 15 тысяч долларов, со больше, они делах, кинется бизнес не хабо лухнешь. Со дон Германия войта, со Франция войта, хабери эстон. вот عبرنا في بداية كده سو سبير دسبة هو خلاص على هذا نيت هو كوارتير الوقت هي صوت ضحك تاع صوت إنه شديد حتى ضحك أنا прекрасно دون интернет شو عايش عقوش بدو كده вы дон это самые лучшие условия шине конечно. А большинство из тех, кто просит улучшить их жилищные условия, нуждаются не в жиле, а в совести, но не хотят осознавать этого. В доказательство глава показывает снимки, сделанные комиссией по выявлению остро нуждающихся. С такими людьми глава призывает работать отдельно. Абакаров. Село Альведон. Дахкехаздон. Вот один зино шоро. Халхлон. Зино дорштон. طبعا طبعا اصلا دي ساعه شو هو ودي بو خلاص دخلت دين هدوء عشان اسئله بابون بريكنا الشباب جدون شو عايش بوش ردي تسكدون بو بتاع انت ادينا شيء شو عملت بوش عشان ادينا ده عشان ادينا انه ديش بول معبو ايش دون هذا دون ساعه غدا انت قوات انه ادون بون بريكنا سان عملت دخل سند دودك ايش بو ايش دون شباب عشان ادينا قيش انه ديش بو ايش أصلاً صدقت ده عندي بخش عندي ترى تاجرس إنه شو شلون إنتي بكذا وينو عشنا بعد تصل بور هو هندو يزبو على إيش إيش أعلم زين قمت جوعش تبيزا ليه قشين جاب جوش تنبويش إيش تقبقوا يا شو ترمزان قمت شو تان هل قرن ريون شيء سو عيان ده أنا قلت ديك دون ديك شيء دون دو تاج كل كبار سين دون ديك شيء بلاستيك جادوش دواتاجني بوع مصو اوز إنه شو اشتاق بداس كده يتوون دون شين ولا أرقل دون شين ورفضك دون شاخ آحق ورصولت إنه دين. В качестве примера недобросовестности некоторых подписчиков глава привел просьбу жителя города Аргуна починить крышу одного из якобы протекающих домов. О ситуации доложил и мэр Ибрагим Тимирбаев. Инстаграм شو يازن أرجونا شو ضغطه شو مصو بيش протекаешь قاعد خلال. يو إبراهيم تلو أنت والله إبراهيم سين تيال لبوا إيش ضغطه إيش لبوا على وقت ناس إبراهيم سبوا إز ويش على ترك اشتريت حج أو دم تعديل سيجا سامويج أو رسيا إسن أو خز كاتش ستعدل إسن خزادش دم دندات وا دي سايبه موضة سيجا حلج تو سيجا دادو نير عوسا إزنر وتوجي كون تعمل تكلم سيجا لهم زواج إذا تو تلفون تو خيام شات لك يتم إنستغرام كدانا 140 тысяч тренинг дон язин дон едет сюда. В ходе встречи глава также поделился своими наблюдениями за пользователями социальных сетей. По словам Рамзана Кадырова, здесь видна нравственная деградация некоторых людей. Или яхать сойтся бот обоча дон уже дон намного дон метбахрон уж дастон я хигал дал дрон и чё соцсети шабохез уж метборбатер дон чтобы с ними тоже вести дело что бьёканч наси да молчать наркоманти мухол и сандон и чабол социальные сети шаболавать церти диалог вести рам уж кетурам. На совещании глава неоднократно подвергал критике слабую работу Министерства по взаимодействию с обществом. Ее он назвал отписанием писем. По мнению главы, нужно тесно взаимодействовать с главами районов и руководителями министерств и ведомств. Замечание по поводу слабой работы получил и председатель Совета муниципальных образований Заур Хизриев. Глава потребовал немедленно изменить подход к работе глав районов. Антон Хазов, Харун Абдулаев, Мусар Даудов, Вести, Чеченская Республика.
Более расширенный материал об этом совещании смотрите на нашем канале в субботу в «Вестях недели». И продолжаем выпуск. Чеченская республика в 5-й раз соберет в своей столице самых авторитетных богословов исламского мира. Сегодня в правительстве муфти рассказал Рамзану Кадырову о работе оргкомитета по подготовке к Международному миротворческому форуму, посвященного памяти первого президента Ахмата Хаджи Кадырова «Ислам, религия мира и созидания». Как и в предыдущие годы, конференция соберет лучшие исламские умы со всего мира. Богословы, политики и государственные деятели 25 стран уже подтвердили свое участие. Тема юбилейного форума станет «Религия и власть в условиях современного мира». Будут обсуждать религиозное невежество некоторых организаций, о которых так много слышно за последние годы. Делегация прибудет в республику 25 мая. В программу 2 дней работы форума входят также экскурсии и встречи с общественностью. Рамзан Кадыров подчеркнул важность предстоящего форума, отметив, что именно власти и религиозные авторитеты должны уберечь молодых людей от влияния экстремистских идеологий. Сразу 5 районов республики пострадали в результате сильных грозовых дождей. Так, паводки создали непростую ситуацию в селе Бино-Ведино Нажаютовского района. В ночь на 18 мая здесь выпало рекордное количество осадков, что привело к отключению света и газа. Более того, завалило единственную дорогу, которая ведет в село. В числе пострадавших от обильных дождей оказался и Шалинский. Здесь без энерго- и водоснабжения остались около 200 семей. Оползнями частично смыты автомобильные дороги, полностью разрушено несколько пешеходных мостов. В зоне особого внимания МЧС и Веденский район. Здесь без света и газа оставались 44 населенных пунктов, разрушены автомобильные дороги. В зоне риска находится около 30 домов. В Урус-Мартановском удар стихии пришелся в основном на мосты. В селении Мартанчу повреждены 2 автомобильных и снесены 2 пешеходных моста. А в самом райцентре смыты берега автомобильного моста и снесен пешеходный. Сейчас во всех районах уже идут восстановительные работы. Почти во всех населенных пунктах подали газ, воду и свет. Очищаются от завалов дороги и от ила домовладения. Более масштабные работы начнутся сразу, как прекратятся обильные дожди. Отрезанным от внешнего мира остается и высокогорное село Нохчкелой. Сильные дожди частично разрушили 2 моста и размыли дорогу, соединяющую селение с райцентром Шатой. Для устранения разрушений подготовлена оперативная группа управления МЧС, бригады дорожников и энергетиков. По данным районной администрации, в селе Нохчкелой проживает 160 человек. И пока нет необходимости в их эвакуации. По состоянию на сегодня работы после того, как произведена была разведка обстановки и оценена обстановка, определили, что работы можем только начать только после того, как уровень реки спадет. До этого момента приступить к аварийным восстановительным работам нет возможности. После того, как будет хотя бы по временной схеме восстановлена дорога, немедленно же готовы приступить к выполнению своей задачи и энергетики. По данным главы района и главы населенного пункта, у самих жителей на сегодняшний день запасы продуктов питания имеются сегодня где-то 7-10 дней. Что после этого? У нас уже достигнута договоренность с органами военного командования на Ханкале. Они предоставят нам вертолет для доставки продуктов питания, которые уже сейчас, сегодня, готовятся запасы в администрации Шатойского района. Запасы продуктов питания, медикаментов и все необходимое, которое нужно им доставить. И сегодня ситуация в районах бедствия и о предварительной сумме нанесенного ущерба председатель комиссии Мусат Дадаев давал отчет главе республики. Значительные убытки, по словам Дадаева, нанесены дорожному хозяйству и коммунальным службам. В 5 муниципалитетах республики различной степени повреждения получили сотни домов. 2-3 дня специальная комиссия будет проверять информацию о разрушениях и почитают точную цифру ущерба, нанесенного водной стихией. Рамзан Кадыров призвал держать ситуацию под постоянным контролем. В первую очередь восстановить мосты и дороги, соединяющие пострадавшие села с внешним миром.
Делегация из Чеченской Республики приняла участие в праздновании Дня Ставропольского края. Торжество отмечают уже в 15-й раз. По поручению Рамзана Кадырова туда выехали депутаты республики во главе со спикером Духвах Абдурахмановым. Также в нем приняли участие руководители делегаций субъектов Юга России. В их числе и временно исполняющий обязанности президента Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Вместе делегаты приняли участие во всех мероприятиях, посвященных Дню края. Затем состоялась церемония торжественного открытия нового символа Ставрополя – аллеи почетных граждан региона. Уже после прошла встреча губернатора Валерия Зеленкова с Духвахом Абдурахмановым и Рамазаном Абдулатиповым. Уже на отдельной встрече спикер чеченского парламента вкратце рассказал об позитивных изменениях и успехах республики, после чего от лица Рамзана Кадырова поздравил с важной датой. Отмечаем ту роль, которую округа имеет, Ставропольский край играет. Ну и, конечно, вашу роль, связующие между республиками округа. Поэтому приветствуем вас, поздравляем. Конечно же, благодарим за те отношения, которые вы поддерживаете с нами. Рамзан Ахматович к лету собирается к вам и, конечно же, приглашает вас в Грозный. Приятно, что в этот день нашей радости, то есть Дня Ставропольского края, вы с нами. Чеченцы были всегда рядом. Вам передайте тоже огромный привет, самые наилучшие пожелания. И мы сегодня тоже видим, как ваш руководитель занимается, особенно молодежью. Конечно, надо поддерживать друг друга, потому что мы живем одной семьей, на одном Кавказе. Сегодня министр внутренних дел Руслан Алханов ознакомился с результатами работы оперативного штаба по обеспечению безопасности на дорогах. По словам Романа Идилова, с момента его назначения руководителем оперштаба на дорогах республики выявлено более 28 тысяч нарушений. В основном это управление автомобилем в нетрезвом виде, отсутствие водительского удостоверения и превышение скорости. За последние 3 месяца снизился уровень ДТП. Если в прошлом году за соответствующий период в них пострадало 159 человек, то в нынешнем около 80. Также Роман Идилов доложил министру о профилактических мероприятиях, которые проводит ведомство совместно с районными администрациями. И Руслан Алханов поинтересовался, как соблюдают правила дорожного движения сами сотрудники. По словам начальника оперштаба, за отчетный период было совершено только одно ДТП с участием правоохранителей. Министр подчеркнул, что полицейские должны быть примером для граждан. Накануне при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД по Урус-Мартановскому району по подозрению в совершении кражи был задержан 21-летний житель Грозного. Адлан Арцуев похитил мобильный телефон, принадлежащий жителю Урус-Мартана. В ходе беседы молодой человек осознался, что iPhone 4 продал в Грозном незнакомому мужчине за 12 тысяч рублей. Но это не все. Как выяснилось следствие, несколько недель назад задержанный похитил автомобиль своего отца и реализовал ее в Пятигорске. Приору он отдал неизвестному покупателю за 155 тысяч рублей. По обоим фактам задержанный уже дал признательные показания. И радостная весть для православных Шелковского муниципалитета. В станице в рамках года района по поручению главы республики построят новую церковь. Участок уже определили, она будет располагаться на красивейшем месте в самом центре Шелковской, на берегу озера Шевелева. В ближайшее время начнется закладка фундамента. Сейчас территория вокруг водоема благоустраивается. Здесь будет располагаться парковая зона. Новость о том, что начнется строительство церкви для 2000 прихожан региона, пришлась по душе. Это все новости на сегодня. Я благодарю вас за внимание.